Суланбек Асканов стал героем в мирное время. Правда, награду из рук президента за подвиг летчика получали его родственники. Первая звезда Героя Российской Федерации предназначалась ингушу Суланбеку Асканову. Но звание Героя он был удостоен посмертно. 21 год назад, 7 февраля, начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Асканов совершил подвиг. Ценой собственной жизни он предотвратил падение потерявшего управление истребителя на крупное село Хворостянку в Добринском районе. Самолет рухнул у деревни Козельки. Асканов возглавил Липецкий авиацентр в 1989 году. Несмотря на высокую должность, участвовал во многих летных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолетов. В начале 90-х, когда резко обострился осетино-ингушский конфликт, старейшины предлагали Асканову стать первым президентом Ингушетии, но военнослужащий остался верен летному делу. Я знаю, насколько он любил Липецкую область, насколько к нему с огромным уважением относились не только военные, но и те, кого мы принято называть гражданские, то есть население. Ну и для меня, конечно, это особый случай. Я лично был с ним знаком, он мой родственник. Самолет начальника Липецкого авиацентра потерял управление во время тренировок воздушного боя. В истребителе МиГ-29 отказал авиагоризонт. Асканов мог спастись, катапультироваться, но внизу увидел жилые дома и увел машину подальше от деревни. На земле никто не пострадал. Нам очень приятно, что Липецкая земля хранит память о нашем земляке. И каждый год мы сюда приезжаем. Я хочу сказать, что он был настоящим человеком. Для него не было рядовой солдат или генерал рядом с ним, или офицер. Имя Суланбека Асканова присвоили школе в родном селе Плиево. В Хворостянке есть улица имени легендарного летчика. А перед главным входом в аэропорт Магаз, который тоже назвали в честь генерала, прошлым летом открыли памятник – самолет МиГ-29. Татьяна Федорова, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время, Добринский район.